Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто выйдет на связь в ближайшие дни? Что за мужчина? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе, показали, что для вас это будет очень большой неожиданностью. Неожиданно, резко, шок. И вы такая, что с этим теперь мне делать? Мужчина почему-то показывают, жук, таракан. Может быть, вы его так называли. Вспоминайте, букашка. Вот видите, жучок, либо тараканчик. Вот именно этот человек выйдет на связь. Этот человек очень много чудил в свое время, очень много себе позволял, того, что позволять не стоило. Здесь мне еще показывают, что у мужчины какие-то вредные привычки, либо он приверженец нездорового образа жизни. Мужчина мог быть и гулящий, и пьющий, и что-то более посерьезнее принимающий. Человек, который свою жизнь как будто бы в топку бросил. То есть не думал о будущем. Ему казалось, что пальцами щелкнул, и мне все дадут. Потому что я классный, потому что я такой уникальный, особенный. Кстати, очень эгоистичный мужчина. Мужчина, который совмещал в себе какое-то ангельское лицо и дьявольскую натуру, дьявольский характер. Внешне казался просто лапочка, зайчка, симпатяшка, такой милашка. А стоило с ним пообщаться, вылазила эта его дьявольщина, чертовщина, и с ним просто было страшно. Страшно оставаться, страшно жить, страшно строить какое-то будущее. Вы, кстати, влюблены были в этого мужчину, вы долго терпели, вы верили его лживым обещаниям, прекратить, не делать, менять свою жизнь, стать более серьезным, ответственным. Долго вы верили. А он долго водил вас за нос, скажем так. Играл, играл на ваших чувствах, играл на ваших нервах. Еще вижу, что вы его как-то поддерживали. Кто-то поддерживал эмоционально, то есть вы его жалели, он вам плакался, какая жизнь тяжелая, какие люди сволочи, как он бедненький старается, ему все палки в колеса ставят, хотя на самом деле такого не было. Кто-то из моих девочек даже материально вкладывался в этого мужчину, потому что вы в него верили. Он красиво вам рассказывал, красивые песни сочинял, пел. И вы верили, и также любили, не стали бы просто так помогать. Любили, надеялись, хотели с ним действительно семью, брак, хотели серьезных отношений. Возможно, кстати, вы и были в браке, прям терпели в надежде, что он изменится и исправится. Не может же быть так вечно. Могут же эти прекрасные глаза так беспринципно врать, но на самом деле могут, могли и могут. Мне показывают этого человека и показывают, что именно он собирается к вам. Здесь у кого-то из вас отыграется как и личная встреча, у других отыграется, может быть, разговор по телефону. Как прошлое всплывет, ужасное, страшное прошлое, болезненное прошлое, оно как будто бы всплывает. И у вас такой шок. Вы такая, только не он, только не с ним. Но здесь, кстати, показано, что он не просто так появится. В этому мужчине
в свое время очень сильно помогали, да, я уже об этом сказала. И вот как бы жизнь настолько у него ухудшилась, и он это все связывает с вами. Сначала он как-то вас прям ненавидел, да, считал, что это вы прям виновница того, что жизнь полетела в тартарары. Потом, как до него стало доходить, что это он вас обижал, да, что это вы пострадавшая, что это вы жертва. И вот он идет к вам для того, чтобы вам что-то дать. Вот у него что-то есть, то ли ваше, то ли, может быть, он у вас что-то брал и не отдал, ну, как повод, да. И плюс еще вижу, что ему очень важно, чтобы вы его, ну, как простили, что ли. Прощение вашего будет искать. Вот он прям свято верит, что как только вы его простите, то жизнь его сразу же наладится. Либо он верит в то, что достаточно ему просто появиться, и вы такая: о боже, ах, как долго я была без тебя, такая прям кинетесь ему в объятия. Ну какая-то глупость, да, очередная глупость. Вот. Мужчину мне показывают не в лучшей форме. Такой, знаете, весь истоскался. Очень плохо выглядит. Прям постарел очень сильно, осунулся. Прям такой, знаете, ну, неприятный. Вот вся эта его красота, лоск, как будто бы все ушло. Ну, видите, как решил появиться. Решил, как говорится, проявиться. Ну да, для вас шок. У вас такие глаза огромные. И вы такая: блин, где моя палка, да, где тряпка? Сейчас погоню его. Нежданчик такой выйдет. Ну, вижу, что он сильно не будет настаивать. То есть, как только увидит, что у вас там брови сошлись, да, и вы нахмурились, скорее всего, постарается вот как-то убежать, уйти поскорее. Такого показали мужчину. Еще одного мне мужчину показали. Здесь мужчина, который именно сейчас вам важен. Мужчина, о котором вы думаете, кого сердце содержите. Мужчина, который вам снится. Мужчина, с которым вы видите будущее. Ну, либо о будущем мечтаете. Именно этот мужчина проявится. Причем проявится как-то вот тепло и нежно, как голубь проявится. Нежность, романтика, красивые, теплые слова, может быть, даже какие-то подарочки, может, вместе куда-то пойдете. Ну, вот тот, кто в голове, вот именно он проявится по-доброму, по-хорошему, с правой стороны. То есть тут сердечко будет трепетать от радости. Это прям будет очень-очень вам желанно и приятно. Даже если вы об этом мечтали, то в реальности это будет гораздо круче, да, чем в ваших мечтах. Я вижу, что вы с этим мужчиной прям как на нем сидите, да, вот он как птица, видите, вот он голубь прорисовался, он вас куда-то понесет, да, повезет, устроит вам, может быть, какую-то программу развлекательную, как хорошо время проведете. Но это приятно, это по любви, это сердечко заставляет трепетать от радости. Еще здесь мне показывают, тут женщину показывают, здесь не мужчина, а женщина. Здесь женщина какая-то вот деловая, может быть, работодательница, настоящая либо будущая. Может быть, эта женщина хотела бы с вами сотрудничать. Здесь эта женщина, она как змея. Но не в плане того, что она там хитрая и подлая, а в плане, что она очень умная и такая, знаете, цепкая. Много говорит, быстро говорит всегда по делу. То есть такую невозможно переговорить, невозможно переспорить. У нее как будто бы вот 1000 готовых решений. Вот именно эта женщина проявится. Здесь больше похоже как телефон, либо, может быть, там смс, электронное письмо. Здесь все как-то конкретно, по факту и по пунктам мне почему-то еще идет. Вот это вас порадует. Это тоже вам будет приятно. Может быть, вы ждали, а может быть, вот как новая возможность для вас замаячит. Эта женщина, она даже какой-то ключевой персоной вам кажется, либо окажется ключевой персоной, например, к карьерному процветанию, либо к тому, чтобы ваш бизнес улучшался, процветал. Как-то так мне идет. Такая вот деловая колбаса, про таких моя бабушка говорила. Интересная. Вам бы с этой женщины то ли пример брать, то ли больше вникнуть в ее работу, в ее дела. То есть там очень многое можно почерпнуть и очень многим можно пользоваться. Ну а так я вижу, что вам повезет, если вы будете сотрудничать именно с этим человеком. Прям такие перспективы радужные, да, вот радуга у нее над головой открываются. И дальше, как говорится, будет больше. Благодаря этой женщине прям возвыситься сможете. Либо занять какое-то особое привилегированное положение. Так, дальше проявление.
Здесь какие-то родственники, ну то ли, ну да, родственники, незнакомые. Откуда-то издалека руки тянут в вашу сторону, помощи будут просить, помощь материальную, либо моральную. У каждого отыграется по-своему. Видите, как вы все-таки ключевой человек, и без вас все-таки тяжеловато, да? Либо вы единственный человек, который никогда не откажет, не предаст, не отвернется. И те, кто будут просить о помощи, они об этом знают. Поэтому издалека руки и тянут. Нужны, вы им нужны. Своим родственникам нужны, либо какому-то конкретному родственнику. Так, там еще какое-то божественное проявление, мистическое, паранормальное. Ну, видите, вот она, вы стоите, а вот ангел. Видите, вот у вас за спиной четко так показали. А здесь какие-то хищные птицы, и ангел, он как будто бы то ли предупреждает, то ли меняет вашу реальность. Допустим, что-то вы задумали, а это для вас плохо, либо приведет к дурным последствиям. Этот ангел, он как заставляет вас передумать. Либо, ну вот резко как-то, да, меняются планы, либо у вас такая мысль, да, вы засыпаете с одной мыслью, а просыпаетесь совершенно другой. Такая, все, мне это не надо, я туда не хочу, туда не пойду. Как проявление мистики. Также могут быть моменты, когда ну вот что-то плохое происходит, и вас это стороной обходит. Ну, прям почувствуете, насколько сильный у вас ангел, насколько вы важны небесам, и вот как сильно и отчаянно вас защищают. Защищают от плохих людей, либо от какого-то негативного воздействия, либо от того, что может вам очень сильно навредить. Такие знаки вышли. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.